Если сравнить с обычными будничными днями, то количество пожаров возрастает в среднем на 20%, а гибель до 50%. Новогодние праздники для спасателей спокойными не бывают, прошлые не стали исключением. 129 пожаров, 6 погибших. Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Круглосуточно будут дежурить более 2000 сотрудников, наготове 1100 единиц техники. Особое беспокойство вызывает пиротехника, сетуют сотрудники МЧС. В этом году для их запуска подготовили более 1000 площадок. В каждом районе созданы специальные площадки. У нас на территории республики 1060 таких площадок. С этими площадками граждане могут ознакомиться на нашем сайте Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Но здесь одно из основных требований, даже если граждане решили использовать и применять пиротехнические изделия вне площадки, то вот это вот выбранное место должно соответствовать одному критерию, что вот это место запуска пиротехнического изделия должен располагаться не ближе 30 метров от любого ближайшего строения. Усиленный режим работы ждет и сотрудников полиции. В республике откроются 150 елочных городков. За порядком будут следить 2500 сотрудников. Усилят контроль и за дорожным движением. Так, в прошлые праздники случилось 70 ДТП, в них погибли 8 человек, один из них ребенок. Основная причина ДТП послужили это выезд на полосу встречного движения, это несоответствие скоростного дорожного условия, нарушение правил проезда пешеходов, а также нарушение ПДД пешеходами. Все места проведения мероприятий заблаговременно проверены с использованием технических средств. В местах проведения мероприятий на открытых местах, в частности на основных елочных городках, предусмотрено использование барьерных ограждений, досмотровые мероприятия с использованием металлодетекторов, выставлены дополнительные посты ГИБДД. Готовы к праздникам и службы ЖКХ. Здесь сформировали график дежурств. Круглосуточно будет работать и диспетчерская служба. В случае ЧП жители могут обратиться по номеру, который указан на экране. К нему привязаны все экстренные службы. Новогодний снег будут вывозить более 1000 единиц техники на М12. Отдельно будут работать 12 снегоуборочных машин. Помогают дорожникам 80 метеостанций. Они позволяют оперативно реагировать на такие погодные условия, как снег, вьюга, ветер, ледяной дождь. И дается опережающее поручение службам дорожным. И они вовремя реагируют. И это очень помогает в организации безопасности дорожного движения. В празднике остро стоит вопрос с вывозом мусора. Так, в январе казанцы активно жаловались на переполненные контейнеры. В этом году мусоровозов станет больше. В Казани ежедневно днем будут работать 83 машины, ночью 20. Их будут контролировать онлайн. Мы видим площадки, вывезенные вовремя, не вывезенные вовремя. Видим причины, по которым этот невывоз произошел. В прошлый год проблемы были везде. Завидовать никому было нельзя. И в поселках был недовывоз, невывоз и переполнение площадок, и во дворах многоквартирных домов. Вывоз отходов зависит, конечно, от запаркованности дворов. Здесь бы я хотел отдельно обратить внимание на жителей крупных городов, о том, чтобы максимально посмотреть, чтобы не бросать свои личные автомобили на местах проездов мусоровозов, контейнерных площадках и максимально помочь в этих вопросах. С 31 декабря по 8 января стационары города, роддома будут работать как обычно. В травмпунктах пациентов примут вне зависимости от места проживания. В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в поликлинике сейчас можно обратиться до полуночи. При стабилизации ситуации медучреждения перейдут на прежний режим работы. В эти выходные чуть меньше стало обращений. Я вполне допускаю, что этот приказ будет действовать несколько дней. Но опять-таки мы будем смотреть исключительно на ту информацию о заболеваемости, которую мы ежедневно получаем от наших поликлиник, от наших приемных покоев стационаров и от нашей службы скорой медицинской помощи. Вызовы на дом принимают до 9 вечера, выезды по ним выполняют до 22:00. В данный момент уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани превысил эпидпорог на 73%. Алия Хайрудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.